Пензенской области впервые прошли Дни чувашского кино «Эхо Азама». Кинопоказы организовывались в селах Неверкинского района. На суд зрителей были представлены такие фильмы, как «Хуранживе», «Юман», «Наследие», «В Красном море», «Священная роща чувашского кинематографа» и «Тайна Древней Волги». Объединение и посещение, приезд чувашек к нам, пусть даже с концертами, какими-то вот очень прекрасный фильм сегодня показали, то, что вот мы вот, например, мы так-то примерно знаем, как мы эту историю-то нашу, и мы хотим знать, как живут, например, чебоксарские чуваши, как живут, и общаться с ними, и что-то другое вот в сравнении взять. Одежда у нас тоже другая. Мы изучаем свою историю. Мы хотим знать многого, больше, еще больше. И вот то, что упущено, например, все это восстановить в наших знаниях, в наших и иметь вот эту возможность. И ваше вот общение, вот приезд ваш очень даже нам помогает. Для фильма «Тайна Древней Волги» показ на Пензенской земле стал премьерным. В основу кинокартины легли социально-политические события Волжской Болгарии во второй четверти XV века. Но мы, кто вот пришли, очень довольны просмотренным. Особенно второй фильм мне понравился «Тайны Древней Волги». Спасибо вам большое, что приехали. Показали нам действительно достойный фильм. Мне очень хочется, чтобы еще раз приехали сюда на выступление и показали множество фильмов. Не так на пару-тройку часов, а буквально на весь день, чтобы прям все изучить о Чебоксарах. Мне понравилась вся история, мне понравился в общем весь язык, и мне интересно изучить полностью и хотя бы узнать половину чувашского языка, хотя бы понимать его. Мероприятие проводилось под девизом сохранения и развития чувашского языка. Ведь для каждого народа родной язык – главный носитель культуры, великая и уникальная ценность. Дети сидели, тоже смотрели, но чувашский язык они не знают. И в этом, конечно, большой минус, мне кажется, нас, родителей, то, что мы не можем привить вот эту культуру языка нашим детям. Конечно, очень хочется, я вот сегодня посмотрела эти все фильмы, решила то, что я скажу нашей бабушке с дедушкой, то, чтобы они с детьми, с моими, разговаривали только на чувашском языке. И именно только, мне кажется, вот на фоне этого они научатся разговаривать. Потому что по-другому так и они и вырастут, и будут разговаривать на русском языке, но они должны знать все-таки свой язык, свой родной язык. Украшением Дней чувашского кино в Пензенской области стали фольклорные коллективы «Азамат», «Ахаяс» и «Пелеш». Осенью Дни чувашского кино планируется провести в Ульяновской области.